Дорогие мои, здравствуйте! Мы очень рады приветствовать вас в новом проекте Менем Жазбам «Мое письмо». Обучение незрячих письму по системе Геббельта. Само по себе словосочетание «Мое письмо» мы понимаем как документ, пересланный по почте, как электронный документ, отправлен посредством мессенджеров, как почерк и как сам вид письма – узелковое, руническое, древнее, современное, а сегодня это письмо по системе Геббельта. Наш проект может быть полезен для педагогов школы-интернат для незрячих и слабовидящих детей, для родителей, имеющих незрячих детей, для взрослых, тотально незрячих или имеющих самый мизерный остаток зрения. А интересен он может быть всем тем, кто хоть немного хочет прикоснуться к миру незрячих. Для незрячих людей уметь писать плоскопечатные буквы необходимо для более качественной социальной адаптации. Например, оставить записку друзьям, коллегам, знакомым, родственникам, научиться читать тактильные таблички, выполненные кегельным шрифтом, и чувствовать себя уверенно и комфортно в общении с окружающими. Очень важно научиться расписываться от руки, а не факсимилью, дабы чувствовать себя полностью независимым. Уметь расписываться должны все, независимо, имеется ли у вас остаток зрения или его вовсе нет. Идентичность росписи можно добиться только благодаря постоянным, долгим и упорным тренировкам. Обратите внимание, родители, можете уже с 5 класса обучать своих детей расписываться. Изучая письмо по системе Геббельта, у людей без остаточного зрения формируются тактильные представления о плоскопечатных буквах. На самом деле, письмо по системе Геббельта решает общекоррекционные задачи: развитие мелкой моторики и осязания, развитие зрительного представления, ориентирование в малом пространстве, развитие памяти и внимания. Кто такой Геббельт? Геббельт – старший преподаватель Института слепых в Барии. В 1856 году он создает вид такого письма для слепых на основе латинского алфавита. Сначала благодаря оттискам букв печатались книги, но удобный и непревзойденный шрифт рельефно-точечной системы Брайля оказался продуктивнее для чтения слепых. В настоящее время письмо по системе Геббельта используется только для общения со зрячими. К русскому алфавиту письмо Геббельта адаптировал тифлопедагог Скребицкий, с которым вы можете познакомиться благодаря методическому пособию, выпущенному в нашей библиотеке на сайте spetscarlit.kz, и при первой же возможности получить его на спецабонементе. Для занятий в нашем проекте нам понадобится прибор для письма по системе Геббельта. Смотрите, он очень похож на брайлевский прибор, только внутри нет железной пластины с ячейками шеститочий. Ручка обязательно с очень тонким стержнем, бумага и тетрадь. И наглядное пособие букв. У меня это будет планшет с плоскопечатными буквами, а вам лучше использовать буковки детского алфавита пластиковые отдельно. Если таковых нет, то вырезать из картона. Буквы округлые и с петельками в данном виде письма будут адаптированы к клетке. В течение наших занятий мы будем руководствоваться следующими правилами. Давайте их сегодня усвоим, чтобы к ним потом не возвращаться. Первое. Нам необходимо запомнить, что в нашей клетке будет не 6 точек, а 9. С принципом расположения точек и их нумерации вы можете ознакомиться, просмотрев урок номер 1 из курса «Изучаем Брайль легко», который вы найдете на нашем YouTube-канале. Дополнительные точки: 7 находится между 1 и 4, 8 между 2 и 5, 9 между 3 и 6. Ручку необходимо держать снизу, отступив сантиметра 2 под наклоном к правому плечу. И не забываем, что плоскопечатные буквы мы пишем слева направо. Это письмо, как брайлевское, не зеркально. Если нет прибора для письма по системе Геббельта, можно использовать обычный брайлевский прибор, только подкладывая под тетрадный лист плотный картон. Фиксируем надежно бумагу на шпиньках прибора. Выполняем точно и четко упражнения. По строго заданным алгоритмам будем писать буквы. И помним, что любое прикосновение ручки к бумаге оставляет след. На ручку не надавливайте сильно, дабы ваше письмо не было грязным. Правая рука расслаблена и отведена от туловища на 15-20 см. Научитесь выполнять так упражнения, не отрывая ручку от бумаги, когда это не требуется, и резко отрывать ручку от бумаги, когда это требуется. Учите буквы в таком порядке, чтобы через пару занятий вы уже могли составлять слова. И самое сложное, внимательно считайте, на какой вы строке и на какой клетке, и всегда помните, какую последнюю букву вы написали. С первого раза кажется, что это все очень сложно, но когда вы привыкнете, будет интересно и просто.
Ну что, а теперь давайте познакомимся с самими упражнениями, которые необходимо выполнять очень точно и четко. Первое упражнение – провести по периметру клетки, не отрывая ручку от бумаги, соединяя именно в том порядке, в котором я говорю точки. Первая с четвертой, четвертая с шестой, шестая с третьей, третья с первой. Итак, 2 строки. Второе упражнение. Сделать 2 диагонали в одной клетке с отрывом ручки, соединяя первую с шестой, четвертую с третьей. Итак, 2 строки. Третье упражнение немного сложнее. С отрывом ручки от бумаги, соединяя первую с третьей, седьмую с девятой, четвертую с шестой. 2 строки. Следующее упражнение – ломаные линии. Соединяем без отрыва ручки от бумаги точки. Первую с четвертой, со второй, шестой, третьей. Так 2 строки. Это же упражнение проделать, но в обратную сторону, соединяя четвертую с первой, с пятой, третьей и шестой. Следующее упражнение – ломаные линии. Постарайтесь соединить седьмую с пятой, с девятой и обратно ей седьмую со второй, шестой. И вот так 2 строки. Чем мы будем заниматься всю неделю дома? Домашнее задание следующее. Подготовить прибор для письма по системе Геббельта. Если нет, используйте обычный брайлевский прибор, подложив картонку, ручку с тонким стержнем, бумагу, тетрадь и, конечно же, помощника, который будет корректировать и направлять вас. Мы не видим, но мы пишем, и вы нас понимаете, и это замечательно. Ваши комментарии и лайки будут оригинальным украшением нашего проекта. Спасибо за внимание, будьте здоровы, до новых встреч!